Ну, брат, я с семьей также поговорил. У них тоже нет. Что я буду делать? Это меня не касается. У тебя не хватает денег, но я в следующем месяце дам. Мне без разницы. Я дам больше, брат. Тут всего 50 не хватает. Там правда всего 50 лир не хватает. Мне без разницы, давай сюда ключи. Ключи давай сюда. На улице спишь или где, мне без разницы. Забирай свои причиндалы, уходи. Брат, что я буду делать? Я же тебе сказал, мне без разницы. Забери. Давай, родной, делай, что хочешь. Прости, родной, я могу чем-то помочь тебе? Если я поняла правильно? Нет, сестра, просто у меня не хватало денег на аренду квартиры. Да, знаю, я услышала. Я студент, сестра. Вот уже 3-й месяц у меня не хватает 50 лир, я даю меньше. И хозяин из-за этого разозлился на меня. Из-за того, что не хватает 50 лир, он меня выгнал. Давай мы дадим. Ну, сестра, я не хочу утруждать. Нет-нет, ты не переживай. Да ничего страшного, это же мелочи. Сестра, честно, мне неудобно. Обычно отправляли, просто этот месяц у них не хватило в родителей. Наши дети тоже учатся в университете. Сестра, я очень вам благодарен. А можно я верну вам эти деньги, когда мне отправят? Хорошо, это не важно. Давай ключи сюда, быстро. В таком холоде, где я буду ночевать? Это меня касается? Мне вообще без разницы. В таком холоде на улице, да? Мне до лампочки. То, что ты студент, это ничего не меняет. 50 лир дал? Возвращаю. Не дал? Давай, до свидания. А где твой дом? Да там, в Картале. И почему ты ему дал ключи? Не надо было возвращать ключи. Они мошенники. Хорошо, если я дам, ты примешь? Пожалуйста, не утруждайтесь. Пожалуйста, не утруждайтесь. На самом деле не стоит. Возьми, сынок, возьми. Возвращай мне ключи и выходи из дома. Брат, а что я буду делать? Это меня вообще не касается. Ночуй на улице. То есть потому что ты студент, я должен идти на уступки? То, что ты студент, это ничего не меняет. Нет. Что я буду делать? В такой холод. До вечера принес, не принес, выкидываю твои вещи. В чем проблема? Что, брат? Я просто услышал. Ну, брат, я дал ему на 50 лир меньше. Из-за этого он раздул проблему. Давай я заплачу. Сколько дать? Нет, брат, так не бывает. Они делают выводы, потому что мы студенты. Ради 50 лир. Разве можно выгонять на улицу человека? Ну, брат, не стоит. Не-не. Держи, родной. Брат, а как я могу потом вернуть тебе эти деньги? Да не бери в голову. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня фонд Сабр открывает экстренный сбор для семьи Ханмагомедовых. В ночь с 9 на 10 ноября в многодетной семье Ханмагомедовых из Табасаранского района, села Акка, произошла трагедия. У семьи полностью сгорел дом. В доме проживали Рамис Вагабович с женой и с 4 детишками. Как рассказал наш брат Рамис Вагабович, пожар возник из-за неисправной электропроводки. Уважаемые братья и сестры, давайте вместе поможем этой семье в этот тяжелый момент не остаться на улице. Ведь сейчас приближается зима и холод, а семья с маленькими детишками без крыши над головой, и им негде укрыться. Это крик души. Не проходите мимо беды. Помогите обрести детишкам тепло и уют, а также просим сделать репост. Пусть Аллах примет ваши садака и приумножит во многократном размере. И пусть Аллах вознаградит вас за ваши благие деяния. Ну дай мне хотя бы 1 час. Слушай, мне без разницы. Ради 50 лир. Чего он говорит? Да, я ему на 50 лир меньше дал за аренду. И он говорит, если не расплатишься, я выгоню тебя. Из-за 50 лир, да? Ему что, не стыдно? Тем более ты студент. На улице снег. Давай я дам, брат. Нет-нет, брат, не утруждайтесь. Да не переживай, брат, так не бывает. Что за люди пошли? Мы тоже не особо богатые, но... Возьми, брат, возьми. Ну не, клянусь Аллахом, возьми. Я серьезно, бери. Большое спасибо, брат. Я бы ему дал бы, просто чуть позже. Да не обращай внимания, он бессовестный. Разве так можно с людьми поступать? Брат, ну у меня нет денег, вообще нет, что мне делать? Я из-за этого даже не кушал. Что, брат? Давай мне ключи сюда. Что я буду делать? Это меня не касается. Я выкину все твои вещи на улицу. У тебя 2 часа. Принес деньги, молодец, не принес, выгоняю. Где я возьму? Это меня не касается. Где хочешь спи, метро я не знаю, на улице. Прости, брат. Я не хотел подслушивать, но услышал разговор. Да, брат, это владелец квартиры, он просто проблему создал мне. Ну пусть он месяц не возьмет деньги, что из этого будет? Я тоже окончил университет. Я знаю все эти трудности.
Я тоже прошел через это все. Возьми это за квартиру. Брат, я даже не знаю, огромное тебе спасибо. Как я потом смогу вернуть тебе эти деньги? Ты сказал, что ты не ел сегодня. А вот это найду тебе. Ну, брат, ну это же большие деньги. Пусть это будет садака от меня. Ключи от квартиры у себя, да? У тебя 1 час. Принесешь — верну. Не принесешь — выкину все твои вещи на улицу. Проблемы какие-то? Что, брат? Случилось что-то? Нет, просто это хозяин квартиры. У меня не хватило денег, и вот поэтому он... Ты студент? Да. Он выгнал на улицу из-за 50 лир? Да. Брат. Пожалуйста, брат, не утруждайтесь, пожалуйста. Возьми. Тут и за квартиру, и на первое время, пока родители отправят. Пожалуйста, не утруждайтесь. Да что здесь такого? Возьми, брат. Брат, возьми, возьми. Я услышал ваш разговор. 50 лир это мелочи, брат. Возьми и покушай еще. Брат, я был в шоке. Как можно за 50 лир на улицу выгонять? У нас тоже есть квартиранты. Что теперь делать? Убивать, что ли, их? Брат, ну ты даешь, я тебя уже догнать хотел.